И как только пришли, они не стали там разговаривать, они сразу кидали гранатой. Еще один это РПГ, там сразу, как только смотрят, и РПГ, бэм, взорвали. С этой стороны тоже РПГ. Слава богу, я вышел, если бы не вышел, РПГ по-любому перекончил бы. Взорвали, потом, ты что там живой, да, еще разговаривает там. Потом, иди проверь, я не буду зайти, иди проверь, друг другу вот так говорят. А никто не решился зайти, в конце концов. Ну, по-любому он сдох, типа решили так. Потом у них, раз я что-то сказал, то есть соберитесь, там у них каждое утро собрание, типа построение, да. В 7 часов они собрались и сразу ушли. То есть, получается, вы зашли туда, где вот эти располагались, то есть, так как говорится, в тылу врага. Мы вдвоем зашли там. У нас задание было с той стороны зайти, а мы там не дошли, потому что нас бросником сразу взорвали, мотоцикл взорвали, поэтому нам пришлось зайти туда. Мы где это флаг ставили, это штаб, штаб. Вы поставили? Да, на их не штаб, мы российский флаг ставили. Это ну, случайно так вышло, мы не знаем, что там. Потом я уже там, сколько дней, 16 зашли до 22, я там 6 дней был. Я там уже все узнал. Это рукопашный бой, это только начало? Это начало. Ага, только начало это. Первый день это. Потом это ночная, типа, это первые 2 атаки это. Потом здесь человек уже, потом этот 18 числа, я там много там натворил, там, взорвал, сжег складов там. А какой склад? Что за склад? Это склад был вещи, там дроны, там вещи, одежды. А боевой склад, там, боеприпасов я не сжег, потому что это самому надо было. А там, мне интересно, они охранников там не оставляли. Боевой склад, вот такой дом, зашел, там гранаты всякие. Бери не хочу, да? Бери не хочу, да. Всякие шмели, РПГ, калаши, там пулеметы, гранаты много. Ну, там охранников не было, поэтому я его не сжег. Самому надо было это.